По республике планируется призвать около 200 новобранцев. Сбор продолжается, и военные комиссариаты республики настоятельно рекомендуют всем своевременно являться в отдел для прохождения необходимых процедур. Все призывники Джейрахского района проходят медицинское обследование, позволяющее проверить готовность к службе. Особое внимание уделяется выявлению хронических заболеваний и индивидуальных особенностей. Кроме медосмотра, молодым людям предоставляют консультации психолога. Это помогает морально подготовиться, снизить стресс и адаптироваться к новым условиям. Если степень годности по здоровью позволяет, мы их определяем уже для отправки в разные рода, виды войск, которые у нас уже заранее нарядом определены. Часто случается так, что молодые люди официально прописаны в районе, но фактически проживают в другом месте или находятся за пределами республики. Это затрудняет оповещение. Комиссар отмечает, что в таких случаях приходится идти на дополнительные меры, связываться с родственниками, чтобы призвать молодых людей к исполнению гражданского долга. Стараемся разыскать этих граждан, пишем обращение в соответствующие органы, органы внутренних дел, для того, чтобы установить местонахождение граждан, которым не удалось вручить по разным причинам, которые я говорил, повестки. Призывники могут высказать свои пожелания о том, где и в каких войсках они могут пройти службу, однако окончательное решение принимает военкомат с учетом потребностей вооруженных сил и состояния здоровья призывника. Мы можем ему предоставить такую возможность из имеющегося выбора, мы, конечно же, такой выбор предоставляем. Ну и есть разные виды войск, где тоже, соответственно, нужны разная физическая подготовка, состояние здоровья, определенный уровень образования. Ну и это тоже влияет на распределение мест для отправки в войска. Также продолжается прием заявлений для поступления в военные учебные заведения. По России таких около 35. Если гражданин желает там обучаться, то он может обратиться в военкомат. Подать заявление можно будет до 1 августа. Обучающиеся будут находиться полностью на государственном обеспечении. Ему единственное надо проходить свою программу обучения, дисциплину соблюдать и все остальное. Потом уже он и далее обеспечен работой, их распределяют в разные воинские части. Стоит отметить, что многие из родителей опасаются того, что их сыновей могут направить в зону специальной военной операции. Но уже неоднократно говорилось, что призывников туда отправлять не будут. Сотрудники военкомата стараются доносить это до родственников, чтобы те не переживали. Адам Гуражев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.